Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем буддийский путь. Одним из известных буддийских учителей в Туве был Кулар Шимбайол Тажи Торлукович. Он учился в Верхнечаданском монастыре в Устюхуре, и он был очень знаменитый лама, который долгое время жил в местечке Кирпич-Сарай. Это место находится недалеко от города Чадан, 14 километров. И это место стало известным, когда в 1960-е и 70-е годы там производили кирпичи, и с тех пор это место стало известно как Кирпич-Сарай. И в советское время, несмотря на запреты, Кулар Шимбайол он практиковал и принимал всех тех, кто обращался к нему за советами по решению разных жизненных проблем и ситуаций. Он вел прием в небольшом домике в Кирпич-Сарае. Кулар Шимбайол Тажи Торлукович родился в Баянтале в 1897 году в многодетной семье, и из 12 детей он был самый младший. И когда ему было 13 лет, он поступит в Устюхуре, и он освоит все дисциплины, которые преподавались в Устюхуре. Это и астрология, буддийская философия, письмо и медицина. Он очень с малых лет хорошо усваивал эти предметы, и когда он закончил в Устюхуре и завершил буддийское образование, ламы его оставят служить в этом монастыре. И когда начались 30-е годы, в период разрушения буддийских монастырей, он был свидетелем всех этих процессов. И когда шел дождь, по его воспоминанию, сутры валялись на земле, и страницы мокли от дождя, и буквы растворялись в воде. И когда полностью был разрушен Устюхуре в 1939 году, его осудили к 6 годам исправительной трудового лагеря, и его отправят на работу в лесозаготовке в Тоджинский район, и он будет работать в худпихеме, состыхеме, окаксы. А родственники подумают, что он без вести пропал, и будут думать, что он ушел за солью в кустах и не вернулся. Его будут искать, и он исчезнет от своих родных краев и будет работать в отдаленном районе, в тот же. И когда его отпустили после тюрьмы, когда его отпустили с лесозаготовок, он пойдет пешком по незнакомой тайге и направится в сторону своего дома. В морозе, в холоде, без еды, без одежды он будет идти, и в течение месяца он доберется до родных краев. И когда он приблизится до Сумона Баянталы, до местечка Хирак, он увидит свою родную сестру, а сестра, увидев худощавого брата, сразу забежит в юрту и начнет готовить теплый чай. И она будет думать, Шимбайол Пашке внезапно ушел и внезапно пришел. В течение 1 месяца он вылечится у родной сестры. После этого он уйдет к другой сестре, которая хранила все буддийские реликвии, все буддийские сутры. И он в 1945 году около госстанции в городе Чадан, где ламы построят 2 деревянных домов, он будет работать там, и Шимбайол Пашке выберут старшего ламы. Звуки тум, раковины, барабанов и колокольчиков, а также шанкингери доносились в этом окраине. Хотя раньше, когда был Устюхуре, эти звуки
доносились до местных сел и алов. После закрытия небольшого хюре Шамбайол Пашкы стал работать на лесозаготовках, и, работая там, он построит себе небольшой домик в местечке Кирпич-Сарай. И с этого времени он будет принимать там людей. Шамбайол Пашкы в народе будут называть Трикпурган, живой Будда, Пуру Лама, почетный лама, Сюэлгы Кунзат, последний солист пения, Сарай Хелин, лама из сарая. Он будет зажигать лампадку из тухуре и не прерывать этот светильник и этот цвет, эту энергию из тухуре. Шамбайол Пашкы приходило всегда много народу со всех уголков Тувы. Он выслушивал проблемы, открывал сутры и подсказывал людям все причины и способы разрешения всех проблем. Он лечил людей от рака, он лечил детей, грудных детей, давая им лекарства. Он лечил трудноизлечимые болезни. И Шамбайол Пашкы вел учет по пожертвованиям. И те пожертвования, которые приносили люди, он все это фиксировал на тетрадке и собирал эти средства. И иногда он отправлял эти средства в Иволгинский Дацан. И периодически уезжал к ламам, которые служили в Иволгинском Дацане. И когда он возвращался из Волги, в аэропорту встречали люди и довозили его до Кирпич-Сарая. А когда он приезжал в Иволгинский Дацан, бурятские ламы встречали его радужно и поклонялись ему, чтобы получить благословение. Вот такой был Шамбайол Пашкы. Он был небольшого роста, но очень выдержанный, очень праведный и очень справедливый. В декабре 1990 году в Кызылтае открылась первый хюре в период Возрождения. И в Пайтайге праздновали это большое событие. И почетным ламой, гостем был Кулар Шамбайол Пашкы. И он осветил этот первый возродившийся хюре в Байтайге. И Шамбайол Пашкы однажды он попросит свою сестру съездить в сторону Сюдхуля, в Эшкин, чтобы привести одного старого ламу. И он скажет этой женщине: ты узнаешь этого ламу в Валле, он небольшого роста, и у него на ушах будет слуховой аппарат. И позови этого ламу в наше место. И тогда эта женщина, она съездит, найдет этого учителя и привезет в Кирпич-Сарай. И тогда Шамбайол Пашкы сделает 3 раза поклонения, простирания, и он преподнесет все кадаки, а также красную накидку в знак уважения. Это был последний учитель, который получил благословение от последнего камбаламы Устюхуре Лапсан Чамзы. В народе его называют аппаратых Пашкы. И с тех пор они стали возрождать буддизм в период 1990-х годов. И они будут служить своему народу, начитывать сутры и днем, и ночью. И люди будут потоками идти к этим учителям, потому что эти учителя, они держатели светильника и света, той энергии, которая сохранилась в 30-е годы, и они чудом выжили в советское время, в эти трудные времена, и они сохранили эту лампадку, этот цвет чула для подрастающему поколению. Несмотря на те запреты, на тот контроль, на те
трудные работы, они выдержали все эти тяжести, и они практиковали, они выполняли свои духовные практики, они совершали добродетель, они думали о своем народе и помогали в решении жизненных проблем и всех болезней, которые одерживали людей в те времена. И в 1991 году, 18 июня, перестало биться сердце Кулар Шимбайол Пашкы. И в честь него в 2015 году соорудили ступу в том месте, где проживал Шимбайол Пашкы. И открытие этой ступы было 20 июля 2015 года. И с тех пор все родственники и те ученики, продолжатели, те люди, которые помнят Шимбайол Пашкы, они приезжают и освещают это место, очищают и проводят молебны, проводят санг и памятуют о тех добрых поступках, которые совершал Кулар Шимбайол Пашкы. Когда он жил в этом месте, всегда было много народа, и приезжали очень много машин. Дети бегали вокруг кирпич-сарая. У него всегда было много сладостей, и он делился с этими сладостями. И до сих пор сохранилась на этом месте алтарная часть, тот домик, в котором проживал Кулар Шимбайол Пашкы. И когда вы проезжаете мимо этого места, недалеко от города Чадан, в 14 километрах с правой стороны, у подножия гор, вы можете увидеть эту ступу. И когда вы доберетесь до этого места, вы можете сделать обходы 3 раза вокруг этой ступы, и тогда вы получите то благословение, ту энергию последнего ламы, который дожил до 1991 года, который донес до нас свет учения. И как хорошо, что мы знаем, что среди нас были такие учителя, как хорошо, что они нам оставили учение Будды в нашей республике. Спасибо большое. До свидания.